День парламентаризма в России отмечается 27 апреля. 111 лет назад произошло историческое событие и стало самым первым демократическим институтом в истории российского государства. Первая Дума появилась в 1906 году, тесно вошла в жизнь и по сей день является основным законодательным органом. Со слов поздравлений начались сегодняшние публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за прошедший год. Безусловное выполнение всех принятых расходных обязательств республики. На это была направлена основная работа представителей всех уровней власти. В результате проведенной работы доходы консолидированного бюджета Чувашской республики в 2016 году составили 48 миллиардов 794 миллиона рублей, 110% к уровню 2015 года. Установленные планы назначения на 2016 год выполнены в полном объеме. Произошло увеличение собственных доходов, это 33 миллиарда рублей, что составило 113%. Это выше среднего по России и Приволжскому федеральному округу. По данному показателю Чувашия существенно улучшил свои позиции по сравнению с 2015 годом и по итогам 2016 поднялась на 4-е место среди регионов ПФО. Министр назвала ряд предприятий, за счет которых произошел рост доходов. Десятку крупнейших налогоплательщиков республики, обеспечивших в 2016 году 25% налоговых поступлений, вошли это Булкет Чувашии, Элара, Акон, Переводочный завод Чебоксарский, Сбербанк России, Шумбелинский завод спецавтомобилей, фирма «Август», комбинат автомобильных фургонов, Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева и «Экро». Лидерами роста налоговых доходов в 2016 году стали налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на совокупный доход и транспортный налог. Республиканский бюджет по расходам исполнен в размере 39 миллиардов рублей. Основной объем направлен на социальную сферу, в том числе на образование и здравоохранение. 15 миллиардов рублей ушли на образование. Расходы на здравоохранение из республиканского бюджета составили 2 миллиарда 931 миллион рублей. При этом целевое финансирование здравоохранения из бюджета всех уровней, в том числе с учетом средств, передаваемых через фонды обязательного медицинского страхования, в 2016 году составили 16 миллиардов рублей. В 2016 году продолжена программа строительства модульных ФАПов. Данный проект продолжается и в 2017 году. 525 миллионов рублей направлено на строительство хирургического корпуса, онкодиспансера. 200 миллионов на строительство здания многопрофильной поликлиники Центральной городской больницы и 20 миллионов на поликлинику в Новом городе. 286 миллионов рублей направлено на ремонт учреждений здравоохранения, что больше, чем в 2015 году, в 2 раза. Сохранена поддержка среднего и малого бизнеса. Светлана Енелина остановилась на каждом пункте расходования бюджетных средств. По данным контрольно-счетной палаты, по результатам проверки отчета в целом подтверждается достоверность отраженных в нем данных. Олеся Григорьева, Александр Васильев, Дом правительства.